И добрый вечер, дорогие телезрители. Среда 19:45. Вы, включив свои совершенно разнокалиберные телевизионные приемники, попадаете в эфир национального телевидения, где эфир программы «Народный контроль», который набирает все большую и большую и без ложной абсолютно скромности популярность завоевывает среди народа, поскольку наша главная цель – отстаивать интересы нас, простых людей, потребителей тех услуг и товаров, которые предлагаются в нашей республике. И мы начинаем очередную нашу тему. Те, которые следят за нами в социальных сетях, для них не секрет, и я вот другим тоже, скажем, нашим телезрителям вещаю, что на прошлой неделе нами в совершенно анонимном порядке, с нарушением всех, скажем так, норм, ну, простят меня присутствующие, были отобраны 5 проб моторного топлива марки АИ-92 во всех АЗС города Якутска. Мы сдали в 2 лаборатории наши пробы и получили результаты, которые были переданы экспертам и которые помогут нам сегодня определить, какой поставщик является лучшим поставщиком бензина марки АИ-92. Но для начала я хотел бы передать слово таким же своим коллегам по несчастью, скажем так, опять же, да простят. Субъективно чисто, дорогие мои коллеги, единомышленники, вот когда мы заводим своего железного коня, когда заправляем его хорошим ли, посредственным, либо плохим топливом, вот как мы определяем вообще, что играет, какие факторы играют на то, что мы определяем сразу, бензин там или бензин там ООО. Давай, как мужской, наверное, пол, вперед, Денис. Ну, в первую очередь мы определяем, как говорится, по оборотам автомашины. Бывают обороты хорошие, но иногда, если заправляешься некачественным бензином, ну так назовем, да, это простому обывателю кажется качественное, некачественное, мы определяем по оборотам, потом по критериям то, что нагары автомобиля, фильтры засорены, либо много факторов, вплоть отваливается. Глушитель отваливается, да. Или спускает колесо, Игорь Юрьевич. Или спускает колесо. Это все из-за того, что не на той заправке заправился. Да, скорее всего, да. Потому что каждый автолюбитель, он выбирает автозаправку уже по своему критерию. Например, ему нравится одна заправка, и во вторую очередь он уже ставит другие заправки. И получается потом в этой же своей заправке покупаешь бензин, да, например, а оно получается либо качественное, либо некачественное. Ну, получается как кот в мешке, элементарно. И потом сидишь и гадаешь, почему же так? Вроде ты в одной заправке покупаешь, а получается топливо некачественное. Приходится повышать октан, например, с 92 на 95. Ну, иногда это результатов вообще не дает никаких. Ну, порой бывает, результаты дает, а в некоторых случаях никаких результатов. То есть, Денис, в качестве лакмусовой бумажки выступает кровное на наше купленное наше транспортное средство. Да. То есть до того момента, когда оно колом станет, либо это, мы не можем определить субъективно, основываясь, то есть имеющийся, если даже мы купим, как некоторые наши депутаты Государственного собрания, купили бытовой октонометр и давай понеслись по заправкам. Да? Это неправильный подход, скажем так. Да? Я почему вот тебя поставил в такое женское общество? Вот, на самом деле, вот говорят же, глаз ребенка, мнение ребенка, оно истину отражает. В нашем случае, в случае автолюбителей, да, наверное, все-таки автоледи больше, вот их подход, их видение, да, оно, наверное, больше отражает, потому что оно порой... Ну, спасибо, конечно. Нет, я не говорю, что это же подчеркивает. За такую почетную роль, да. Да. Нет, ну, я как женщина могу сказать проще. Я в этом вопросе... Ты журналист-женщина. Я женщина-журналист, но я в технике не особо сильна, скажем так, да, и в этом вопросе я доверяю своему, так сказать, какому-то метру, как-то ты там назвал. У меня муж этим метром выступает, то есть он мне говорит, вот на этой заправке бензин хороший, а на этой не очень. Как он это определяет, я не знаю, но иногда у меня, например, я заправляю только 95-й, потому что у меня
меня дилерское авто, и там, простите меня, наклеечка имеется, что, пожалуйста, заправляйте только 95-м. И я знаю прекрасно, что если я туда залью 92-й, то моя гарантия просто вот мне ее закроют в дилерском центре и обслуживать не будут, если с машиной что-то произойдет. Вот, и поэтому я, естественно, не экспериментирую, я заливаю 95-й. Но у меня тоже бывает такое ощущение, я уже давно за рулем, и иногда бывает такое, что у меня как-то машина странно едет после какого-то какой-то заправки. Вот она не едет и все. не едет и все, да. Да. И тут уже как бы... Приходится на мойку заезжать, тогда она едет. Да, я звоню мужу, говорю, что с моей машиной, она не едет. Он говорит, ну, может, бензин вот некачественный. Ну, может, я не знаю. Бензин некачественный. Да, но если выбирать из заправочных станций, еще есть такая проблема, что у нас мало заправок в центре города, и тут уже приходится как бы куда ближе доедешь. Ну, 95-й везде есть. Транспортная схема тоже, кстати, очень важна, Да, для, тоже влияет. для выбора, да. Но из тех заправок, которые ближе, ну, иногда я выбираю ту, где мне больше нравится сервис. Например, там есть какой-то магазинчик, где можно что-нибудь купить, и там вообще приятно, красиво. Я не буду называть, чья это заправка, но мне вот там нравится. Или Солярис разыгрывает, да? Ну, Не секрет, не не, секрет. я не участвовала. То есть нет, согласитесь, что почему мы видим на определенных АЗС очереди, да? При этом все в один голос говорят, да там и так далее. Они это разыгрывают, кстати, одна разыгрывают компания, Солярис. да, одна компания как-то вот запускала же программу типа автобонус, и ты вот на вот эту бонусную карту тебе там начисляют, и ты можешь либо залить бензин, либо купить какие-нибудь прибабасики. Ну вот я ездила на эту заправку, потому что я женщина, я люблю, когда мне дарят бонусные карты. Пожалуйста, производители, так сказать, топлива, имейте это в виду, потому что женщины, у нас очень много автоледи, и это немаловажный фактор, как и сервис. Учтите. Зарубочку, да, зарубочку на память. И Вера Шилова, тоже автолюбительница. Ну, я, как бы сказать, с небольшим стажем автолюбитель, но, как сказать, с опытом уже, как бы круглый год езжу, поэтому вот бензин выбирать, особенно зимнее время, да, это всегда очень нужно четко, как бы. А еще женщина, если честно, она всегда, как сказать, сарафанное радио верит. Это точно я могу сказать. Если кто-то скажет, что в каком-то АЗС, и тем более в каком-то именно автозаправке что-то не так, то, скорее всего, я там заправляться не буду. А так, если после заправки, если так подумать, да, как я думаю, что нормальный бензин или нормальный, это я считаю, что у меня только субъективный. Единственное, на что я смотрю, это на расход, потому что бортовой компьютер показывает четко. И я из числа, наверное, тех людей, которые к своим железным коням относятся как к своему другу, скорее больше так. Поэтому я считаю, что я его чувствую. Я иногда считаю, что когда он недоволен тем, что я его кормлю, ну, мне считается, что чувствую на каких-то таких тонких. Кстати, я соглашусь по поводу сарафанного радио, потому что вот ту заправку с сервисом приятным мне посоветовала подружка. И теперь я на нее всегда заезжаю, когда я еду мимо. Да, представьте, что по WhatsApp пришлют видео, на котором едет инкассаторская машина, и у нее на ходу отваливается глушитель. Это мое видео, кстати. Да, это твое видео. Прошу да. зафиксировать авторство. Я зафиксирую, да. Снятое буквально полчаса назад, когда я ехала сюда. Но водитель, который сидел в твоей машине, сказал, что это опять же из-за Да, некачества. водитель сказал мне, что ну там реально глушитель, но я видела, как глушители отваливаются так чуть-чуть, а там прям как вот консервная банка сзади дребезжит. Ну это вот прекрасно, просто в кавычках. И водитель мне сказал, что да, это вот из-за некачественного бензина конденсат, там что-то образуется и портится из-за этого, собственно, вот это железо, и отваливаются глушители. Угу. Ну, на самом деле, вот расход, Вера сказала, да, это основной показатель, по которому мы субъективно лишь можем оценить, качественно или нет. То есть при каких-то определенных показателях моторного топлива у нас понижается или повышается расход. Все Нет, остальное... еще когда дыр-дыр-дыр она неправильно ну, делает. троит или не троит, да? Троит или не троит, дыр-дыр-дыр делает, да? Отличное выражение. А все остальное у нас, как говорится, вскрытие покажет. Да? Либо на замену свечей, и на изоляторах свеч будет, скажем, красный нагар, да? Либо, вернее, не на изоляторах, на контактах. Либо вообще топливное, если встанет, нам придется перебирать топливную систему, и там будет видно, скажем так, качественным топливом мы заправлялись или нет. Вот это. Ну, а заправок же много, то есть ты сегодня на этой заправке, завтра у другого производителя, и субъективно ты никак не определишь, качественным ты залил бензином или нет, и чей некачественный бензин, собственно, тебе испоганил твой транспорт.
Кстати, иногда кажется, что даже в одной заправке все время заправляешься, да, потому что, ну, хочется все-таки статистику для себя даже провести, да, но иногда кажется, что залив от залива прямо зависит, потому что один раз вроде бойко едет машина, да, так, а в другой раз так что-то это не так. Ну да, Уже, вроде даже на одни и те же заправки обороты заезжаешь. то скачут, то еще что. У нас Нестабильность. всего один представитель, скажем так, организации, которая торгует моторным топливом. Поскольку, еще раз, у нас жутчайший нюанс. У нас единственная лаборатория сертифицированная, да? Она ведомственная и принадлежит акционерному обществу Сахавнефтегазсбыт. Так это, да? То есть вы пока стоите, суть до дела, вот, что, скажем так, обратный отклик и так далее, все это фиксируете, но суть остается, вернее, вопрос, который сформулирован всеми нами. Вот насчет партий и так далее, вот это правда или нет? Это абсолютная правда. Я очень много подчеркнул за время текущей беседы. Точно так же считаю, что зависит от того, дыр-дыр-дыр или вжих. То есть детонация или как, это все наше субъективное восприятие, каждый определяет для себя расход, ну и, конечно, то, что мы голосуем рублем в первую очередь за приобретенные нами горюче-смазочные материалы. На одной и той же АЗС мы можем получать разные партии топлива, поэтому нельзя сказать, что эта АЗС конкретно навеки подлежит забвению и так далее и тому подобное. Он может исправиться, да? Я могу сказать печальные случаи, когда в результате аварии в резервуаре у нас произошло смешение на заправке. И мы восстанавливали транспорт наших автолюбителей, которые в этот момент заправились дизельным топливом. Они получили смешанное и произошли аварии. Не аварии в том понимании, что на дорожно-транспортное происшествие, а двигатель просто заглох, вышел из строя. Мы вынуждены были восстанавливать. То есть такие происшествия случаются. В остальном, конечно же, существуют эксперты, которые определяют в лабораторных условиях. Должны существовать наверняка такие лаборатории в большем количестве. Независимые. Независимые. Независимые должны быть. Обязательно в регионе. Хотя бы одна, да? Согласны? Да, безусловно. Я думаю, что это в первую очередь функции метрологии, либо да, любая организация, в том числе производящая выпуск в оборот, обязана проверять качество на сертифицированном оборудовании. У нас, оказывается, 2 рекламных блока в нашей программе, так что прямо сейчас мы прерываемся на первую рекламу, которая буквально минуту-полторы продлится, и сразу после мы вернемся к обсуждению моторного топлива АИ-92. Какой же из поставщиков поставляет лучший бензин? Увидимся. Очень не вовремя мы прервали, ну, может быть, завершили мысль генерального директора ООО «Саханефтегазсбыт», одного из крупнейших поставщиков моторного топлива. Но все-таки во время рекламной паузы, вот наше вот крыло, я к ним примыкаю, да, мы формулируем вопрос, кратко. От чего, от каких показателей моторного топлива, которые вот в протоколах, скажем, описываются, зависит расход? Один из ключевых показателей качества топлива. Расход зависит от фракционного состава топлива. То есть конец кипения, если завышена температура конца кипения, может быть расход топлива за счет того, что не испарившийся бензин, он стекает, да, по стенкам, но не горит. За счет этого мощность двигателя не набирается и приходится газовать, да, еще больше топлива подается. За счет этого расход может быть. За счет вот этого. То есть в протоколах то, что у нас написано, значит, температура конца кипения, да? Там нормируется, да, конец кипения. По нормативу 215 градусов у нас стоит. А у нас есть значение. То есть чем ближе к 215 градусов, тем лучше, да? Не должно быть ни меньше, ни ниже. Ну, не выше. Не выше. Не более. Ну, Чем только... выше, тем хуже, да? Чем больше, тем хуже. Чем больше, тем хуже. Хорошо. Ну, плюс еще там температура начала кипения тоже играет роль. Если слишком много легко летучих компонентов, то у вас бензин просто будет испаряться. А вы будете думать, что у вас машина жрет. Кстати, заметили, когда заливаем 98-й, да, у нас-то хватает на 200 километров, скажем так, 50 литров, на 200 километров хватает. А когда заливаем 92-й, да
мы все 400 можем проехать, ну, скажем так, грубо. Почему так? Почему октановое число влияет на... Ну, уже сказали, что в первую очередь это летучесть. Если мы берем о топливе, разговор ведем. Если мы говорим о других характеристиках, вы сами прекрасно знаете. Печку включил, кондиционер включил, зимой прогрев, расход увеличивается. То есть количество критериев достаточно большое, если говорить о расходе. Еще от стиля езды, говорят, зависит. Да, если ты на хорошем бензине вжих от светофора к светофору, и там стоишь, расход в период, когда ты газуешь, увеличивается. Увеличивается. Хорошо. И самый главный вопрос нашего крыла. Все-таки у нас ноябрь месяц почти что наступил, да? И мы замечаем такое очень интересное явление. Со всех глушителей свисает конденсат. Он разноцветный. Вот давайте вот это явление проиллюстрируем как-нибудь. Вернее, попробуйте нам объяснить, от чего возникает конденсат, да, и от чего зависит цвет вот этого вот конденсата. Ну, конденсат возникает из-за неполного сгорания, а цвет, я так думаю, в ТРТС, ну, в техрегламенте, да, там прямо прописано, что бензины могут содержать красящие вещества. Думаю, что из-за этого. А можно спросить, почему вот эти красящие вещества добавляют в бензин, например? Чтобы отличить одну марку от другой. Бензин окрашивается в разные цвета, кроме зеленого и голубого цвета. Ну а вот кроме зеленого, а вот бывает же, вот иногда вот смотришь конденсат, вот зимой особенно, да, вот в наших условиях, он замерзает, например, машина стоит пару часов на улице, и, как в простонародье люди говорят, калматит. И с этого, получается, капает, и там бывает и зеленого, и голубого цвета, ну, красного цвета, прозрачное там. Завод-изготовитель вправе окрашивать бензин. Надо экспертизу сосулек провести. Да, согласен насчет этого, обязательно надо провести. В духе фильма «Оло», базара нет вообще. Сможем и цвет сосулек, и, скажем, и размеры, и за сколько времени вот это вот вытекает. На вкус только не Абсолютно, пробуй. да, скажем так. Есть куча добровольцев, я думаю, что все сообщество поддержит, и мы будем... Потом абсолютно серьезно мы подойдем к тем же экспертам и скажем, вот цвет такой-то зафиксирован такой-то, да, давайте мы возьмем пробу топлива у того, где заправлялся и так далее. Нормальный подход, на самом деле. Ну, окраска может быть из-за того, что бензины содержат присадки, да, которые, ну, там, марганец, марганцовые присадки, ферроценовые присадки, ну и даже медь содержащие присадки могут. Эти металлы могут придать окраску за счет того, что образуется комплексное соединение. А Так почему что в в этом бензине нет ничего. получается то, что металлы? По моему мнению, их не должно быть в бензине. Они добавляются тот для же того, самый чтобы- медь, он, получается, дает коррозию Они металлу, повышают и октановое износ число. получается. Для Октановое повышения... число. Это присадки, необходимые для получения Для- определенного октанового числа. Да. Но Вы же хотите 98-й бензин, да? Чтобы из 95-го сделать 98-й, надо добавить присадки. Ну, Вещества, которые увеличивают октановое число. ясно. А они в основном своим компонентом являются самым действующим противооктановым компонентом железа, либо марганцевые соединения. а свинец добавляют? Свинец сейчас не добавляют, потому что он считается вредным. Раньше во всех бензинах добавляли Токсично. тетраэтилсвинец. Мгм. Один из показателей, которых был на наших пробах, это содержание серы. Да? Товарищ эксперт из Центра стандартизации сказал, что вообще-то наличие серы приветствуется. Давайте, вот ваши слова. Объясните, Отобранные пожалуйста. пробы были проведены исследования, и рассмотрев эти все результаты, можно сказать, что в пробах 1, 2, 3, 5 есть присутствие серы и превышение нормы. А проба номер 4 соответствует по показаниям технического регламента и ГОСТ. Содержание серы. А на что влияет вот как раз содержание серы? Содержание серы – это показатель агрессивного, коррозионности металла. То есть вот нагар, скажем так, в двигателе и так далее, все это зависит от
именно этого фактора, от содержания серы. Да. Вот этот нагар на свечах, я так понимаю, тоже, он же красноватого цвета, это все серо, это все оттуда, от дьявола исходит, да? И еще, наверное, момент такой, если заявлено 92 октановое число, да, а октановое число 88, это нормально? Вот в каких пределах вот эта вот цифра может колебаться? Есть ГОСТ, который регламентирует содержание октана. И каждому топливу соответствует определенное октановое число. Измеряется как по моторному, так и по исследовательскому методу. Нет, а Октановое могут число. быть какие-то отклонения, вот предельно допустимые в ту или иную Да, сторону? допустим, 92 у нас, я понимаю, 92 должен быть, да? А может быть 88 или 98, допустим, да. Не, больше Там или меньше? Не менее 92. Если 92, то не менее 92 по исследовательскому методу. А если больше значение? Но если больше, значит октан Это выше. лучше. То есть, Конечно. ага, мы за свои деньги, которые потратили на бензин, мы получили на самом деле более качественное топливо. Так ли это? Октановое число характеризует детонационную стойкость бензина. Мгм. Поэтому чем он выше, тем детонационная стойкость выше. И тем эффективнее работает двигатель. Но также я от себя добавлю, если октановое число слишком высокое, каждый двигатель рассчитан на определенную степень сжатия. Да? Если октановое число слишком высокое, это означает, что для этого бензина, чтобы он нормально горел, нужна большая степень сжатия. Да? Если бензин не дожимается, да, получаем, вот, как девушка говорила, да, большой расход топлива. Задайте кто-нибудь вопрос про ацетон, а? Денис. Коренец. Нет, запах ацетона. Что это вообще? Что? Вот Да, говорят, бывает да. в бензине, да. Вот, Раньше вот я определяли- залил, а он что-то ацетончиком пахнет. Сильно причем пахнет, да? Ацетон вообще, почему бензин может пахнуть ацетоном? Добавили ацетон. Добавили ацетон. Для чего? Ну, запахом ацетона, на самом деле запахом ацетона пахнут еще и другие вещества. Вы не думаете, что вы понюхали ацетон, и только ацетон пахнет как ацетон. Мгм. Также близкий запах к ацетону имеет толуол, например. Ну и другие вещества. То есть арома- это опять же запах ароматические. присадок, да? Ну, это могут быть компоненты бензина. То есть бензин это не только там какое-то одно соединение, да? Это очень много, смесь очень разного количества разных соединений. В том числе толуол там есть. Толуол, это же составляющая динамита, по-моему. Да. Одна Те из. же самые ацетон может быть, А. если изготовитель добавил ацетон. Ну, то есть запах Ну, ацетона, не ацетон, а эфир это какой-нибудь. не является признаком плохого качества топлива, да? Ну, и В это любом случае нужно топливо прямо так сказать исследовать. нельзя. Мгм. Ну, мы же Исследовать. простые люди не можем исследовать. Вот, Да, у нас, заправку у нас прийти, нет лаборатории, у нас нет лаборатории, ничего приборов, нет. которые 7 И миллионов как мы стоят. можем определить? Раньше, Е- например, определяли, например, 76-й, да, по запаху. Просто деревенские люди, да, вот. Например, заправился 76-м, 80-м, 93-м. Ну, тогда 92-го помини не было. Резко появился 93-й, и по запаху определяли люди. Нива, например, 93-м заправлялась, там УАЗики, ГАЗики, там 76-й, 80-й. И определяли они по запаху, например. А сейчас Ну, что потому что 92-й, что 95-й, что Потому что больше ароматики 98-й было в уже 92-м. не А определишь. в 76-м прямогонный, скорее всего, бензин был. Он мягче пах, да? А 92-й там содержание ароматики большое, поэтому резкий запах был. Поскольку Игорь Юрьевич у меня чуть ли не на постоянной основе, скажем так, в передачах участвует, да, он однажды допустил фразу: я сам езжу на 92-м, потому что это есть бензин прямой возгонки. То есть прямой возгонки или не прямой возгонки, это вообще играет? Или это один из мифов, который вы мою бедную головушку запустили? Но этот миф также действует и на меня. Я руководствуюсь им. Я стараюсь избежать присадок. Это мое личное субъективное мнение. Поэтому езжу на 92-м. Баланс расхода и пробега меня устраивает.
Мгм. А скажите, у меня вот такой вопрос, я тоже там прочитала, прогуглила, что ну вот производители автомобилей, они пишут вот это, да, на специальные наклеечки на бензобаке, что заправляйтесь, пожалуйста, только таким видом топлива. И какие-то производители рекомендуют 92-й, какие-то там 95-й. И что двигатели, они откалиброваны специальным образом под определенный тип бензина. Вот это правда или нет? Ну, то есть, действительно, Абсолютно верно. если он у меня Производитель, откалиброван... когда создал машину, он опытным профессиональным путем, расчетом определил, какой тип топлива для этого типа двигателя необходим и является оптимальным. И нам написал в инструкции: пользуйтесь этим. Но он же не исключил мое личное «я». Я могу пользоваться другим. А что тогда вы скажете по поводу того, что в Европе давным-давно нет 92-й бензина, у них только 95-й и 98-й? Давайте насчет Европы и после, сразу опять же, после рекламной паузы, Надя, извини, что перебиваю, после рекламной паузы, которая вторая уже по очереди, у нас завершающий блок, где мы вручим нашу вот эту вот лучшему поставщику АИ-92. Может он в студии, может нет. И мы снова в эфире, и в режиме вжик, а не тыр-тыр-тыр-тыр, должны сейчас определить все-таки с помощью наших экспертов, какие же пробы соответствуют ГОСТам и являются оптимальными для пользования нашими автолюбителями. Но прежде еще раз, как вы думаете, цвет, коллеги, цвет бензина, он влияет на качество? Вообще, происхождение, газоконденсатный этот бензин или нефтяной, он влияет на качество или нет? Он должен соответствовать ГОСТ. Но газоконденсатный тоже может соответствовать. Да, конечно. Может соответствовать. Угу. И мы, обычные обыватели, как можем определить по ГОСТу, не по ГОСТу? Например, в разных заправках по-разному, например, топливо В горит. заправках должны быть бензины, которые соответствуют. Ну, На каждой заправке должен быть паспорт качества топлива. у нас которое паспорт качества, не реализуется каждый в- же обыватель требует, там зайдет в И он заправку, не- да? и- Возле, и ему он не будет быстрее расшифрует, заправиться, зимой же не будешь стоять на улице. Ну, сейчас во благо заправках есть, заходишь в теплое помещение, там магазинчики маленькие, там все вот это. А раньше как было, да? На улице стоишь, 50 градусов мороза, шапку одел, все, оплачиваешь, и там тебе не до требований вот этих ГОСТов или чего-то. Забегаешь, заправился, потом Лишь бы уже заправиться. чувствуешь, как горится на себе. Своим карманом испытываешь, получается, как то в мешке покупаешь. Как определять просто, хотя бы элементарно, без этих, либо запах, или цвет Плотность, бензина, цвет. да. Хотя Но бы по просто. запаху можно отличить газомоторное топливо от нефтяного топлива, как Мгм. вы его называете. Мгм. Вы почувствуете запах сероводорода. Мгм. Вот в этом Тухлых яиц. кардинальное отличие. Ну, можно так сказать. Мгм. У газового, да, у газоконденсатора. Да, в последующем, конечно же, на каждой машине существуют датчики практически, которые показывают расход в литрах на километры. Не то, что мы тратим за день. Летом мы заправляемся, нам хватает на неделю. Зимой мы заправляемся с учетом стоянок, прогрева и прочего-прочего. На 2 дня хватает бака. Да? Вот. Но это же не значит, что это расход в движении такой на 100 километров. Все-таки, да, Вера, Еще один вопрос, если даже, вот, например, мы будем проверять, да, вот этот сертификат качества, он как должен, ну, как часто его должны заменять, там, как, ну, примерно какая Да. дата должна стоять? Какой период? Да, период Сертификат какой меняется при смене каждой партии. Например, поступает топливо, бензовоз, и сертификат соответствия на данную партию топлива. Например, если мы производим это топливо, то на каждую выпущенную партию должен быть сертификат лаборатории о соответствии его заявленному ГОСТу. Ну, по факту получается, что если в момент транспортировки где-то произошла подмена топлива, то есть там развели, а паспорт выпущен производителем, соответственно, ну вот могут привезти некачественное топливо, выдать этот паспорт, который был получен там, и по факту никто не проверяет, На самом правильно? деле это делается очень легко. Можно по пути с Алдана, с Томота, с цистерны, когда получает топливо с ЖД-цистерны, отвечает за это поставщик. Там проверка качества происходит. Когда топливо приходит на нефтебазу, проверка качества происходит. А что происходит в пути, мы не можем определить. То есть, выехав с Томота,
Машина может остановиться, долить газоконденсат, понимаешь, долить присадку, подогнать октановое число и сказать, что вот вам 95-й, 98-й. Хорошо, То Игорь есть Юрьевич, я всё-таки поняла. поддерживают, да? То есть, а на месте никто этого не проверяет, когда они уже сливаются, Я так сказать, видел и знаю некоторых ребят, которые, понимаешь, и спокойно заливают. Это выгодно. Смешать часть 92-го ГОСТовского с газоконденсатом, долить присадку, проехал 2 круга, слил на заправку. А потом начинается детонация, потом начинаются Дыр-дыр-дыр. другие вещи. Все-таки это не миф, бодяжи. Есть контролирующий орган, куда вы можете обратиться. Вы хотите спросить, я бодяжу или нет? Нет, коллеги ваши, Коллеги, да. Ну, Ну, не вашего предприятия, скажем, скажем так, Бензиновый бизнес. У нас не бодяжат. у нас здесь, в Якутске. А вот про это я не могу сказать. А, у нас это в смысле на Саханефтегазбуде не бодяжит. Зуб дает. Да. Проверим, Хорошо. испытаем. Все-таки цвет, если он желтый, это нормально, да? Если он белый, это уже плохо. Это так? Ну, если в сертификате написано, что он желтый, то он желтый. Нет, там написано Ну, это сертификат. прозрачный. Ну, прозрачный это не значит, что он не желтый. То есть, Желтый тоже может быть прозрачный. Прозрачностью определяется наличие примесей и осадков. Осадков. все понял, все понял. Какой цвет, вот именно какой-нибудь насыщенный, вот есть же желтый, например, да, у бензина какой-нибудь такой насыщенный цвет. От чего это зависит? Это какая примесь это дает подобный эффект? За счет чего образуется такой цвет? Ну, это мы не можем сказать прямо так, от чего зависит. Ну, от компонентов, от присадок, от краски, опять же. На самом деле моторное топливо это набор таких компонентов, в которых даже сами химики, скажем так, они иногда затрудняются, скажем так, разобраться. На самом деле, давайте я спрошу у наших экспертов, какую пробу из 5 представленных вы бы выделили? Давайте с вас начнем. Были рассмотрены 5 проб, 4-я соответствует как по техническому регламенту, так и показателям ГОСТ. Ваше мнение? Ну, по всем параметрам отвечает 4-я проба. 4-я, да? Да. По соответствию. Дарья? Однозначно 4-я проба. 4-я. И давайте мы теперь посмотрим, в каком порядке мы объезжали заправки, видеосюжет. И станет ясно, у кого наиболее качественная 92-й. Поехали. Ну что встали-то, а? Ну-ка быстро работаем! Шеф, нам холодно! Да, мы замерзаем! Работа не ждет, давай, работаем! Да ладно, ладно! Хорошо! Вот вам теплая одежда. Магазин теплых вещей. Индустрия спецодежда. В лабораториях различных попросили, чтобы наши пробы моторного топлива были в чистых емкостях, без следов фейри и других химических, скажем так, детергентов. И вот у, скажем так, поставщиков воды, конкретно в фирме «Чистая вода», мы попросили абсолютно новые чистые бутыли, в которых мы и возьмем пробы на моторного топлива, конкретно бензина АИ-92, на всех 5 крупных АЗС города Якутска. Больше всех налили, кстати, мы не будем трогать газоконденсатное топливо, а будем замерять как раз обычно АИ-92. Вот, привезли, ну, октонометр, на самом деле это не бегать с бытовым каким-то там измерителем октанового числа, как наши некоторые депутаты делали, да, приобрели где-то непроверенный прибор. Октановое число это в комплексе, наверное, всяких измерений все-таки выясняется с соблюдением четкой технологии, инструкций различных и на совершенно
иного уровня оборудования. Вот на газоперерабатывающем заводе нам любезно разрешили сделать дубль замера. Основные, конечно, будут на Жатайской нефтебазе сделаны. Совершенно различные, можно сказать. Иные вот как более светлые, иные более темные. Ну, все скажут наши измерения. Коллеги, вы посмотрели, то есть видео было до этого, номера проб, пробы вы видите, да? Они состоят из просто номер, без указаний всяких, да? Тут есть набор определенных характеристик, я вам после эфира еще покажу. Вы подтверждаете, как присяжные, скажем так, да, что абсолютно анонимно эксперты дали, оценив вот эти протоколы, пробе номер 4, который, как оказывается, у нас, кто бы мог подумать? Та-да. Та-да-да. И да, наш знак программы «Народный контроль» мы торжественно вручаем, ну, на самом деле, руководителю одного из крупнейших предприятий по поставке моторного топлива, и Игорю Никитину. И еще раз, причина, по которой он на самом деле должен был рассказать про контроль качества, который налажен у него на предприятии. Я поздравляю, и это реально вот наша объективная. Спасибо, это большая такая награда, учитывая то, что это действительно безапелляционный, не какой-то подстроенный контроль. Мы не принимали участие ни в самом процессе. Конечно же, нашу беседу необходимо продолжить с точки зрения развития систем контроля в Республике Саха-Якутия. Вы согласны? Я считаю, что от этого выигрывают все, и автолюбители, и поставщики в том числе. Мы таким образом сможем ограничить круг псевдопоставщиков. Псевдопоставщиков. Я еще раз говорю, все данные по нашим исследованиям, которые подтверждаются нашими экспертами, я в доступ в интернете выложу. Еще раз поздравляю, Игорь Юрьевич. На самом деле, реально большинство наших автолюбителей говорят вот, и по старой привычке, да, в Саханефтегаз будет, и там нормально едет и так далее. То есть вот этот набор и субъективных, как оказывается, и объективных факторов, которые формируют вот, качество поставляемого топлива, оказывается, у вас все-таки на ваших колонках. То есть неважно, куда бы я заехал, сделал крюк на самом деле очень простой. Я заехал на Покровском тракте Туймаду нефть, на кольце заехал, это вторая проба, получается, Сибойл, третья паритет, Саханефтегаз будет четвертая, и замыкала по автодорожной у нас Ятыковская автозаправка. Логика есть в моих действиях? Определенно есть, да? Согласились с этим. И это была программа «Народный контроль», и мы обсуждали качество поставляемого в город Якутск моторного топлива АИ-92. Мы обязательно вернемся к топливной теме. Впереди нас ждет контроль дистоплива и других марок, возможно. Увидимся в следующих выпусках программы «Народный контроль». Увидимся.